За сутки 6 украинских военных получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Матузянник. Относительное затишье установилось в прифронтовых городах к минувшим выходным. Это дало возможность международным организациям и волонтерам со всей Украины доставить гуманитарные грузы мирным жителям Авдеевки. Уже сегодня утром к централизованному электроснабжению подключили 80% Авдеевки. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям. На центральной площади города продолжает работать полевая кухня, пункты обогрева, установлены палатки медицинской помощи. Сейчас ситуация не так плоха. У людей есть еда, лекарства, их поддерживают психологи, священники помогают. Впрочем, сегодня на окраинах Авдеевки были слышны звуки боя. Об этом сообщил заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хук. Он отметил, что обе стороны на Донбассе используют населенные пункты для стрельбы. Мой коллега Марьян Кушнир увидел своими глазами, что происходит на линии соприкосновения сегодня. Кроме того, он расскажет об обстановке в самой Авдеевке. Мне дали свет вчера в Авдеевке. Люди очень радостно это восприняли. После этого уже все коммуникации работают, батареи работают, есть тепло в доме. Все, что надо для жизни, работают все магазины, аптеки. Нету воды пока, но это проблема решаемая. Воду подают по часам. Ночью, как и прошлой, так и этой ночью, обстрелы уменьшились. Конечно, стреляли по позициям ВСУ, но это было далеко от города. По городу уже не стреляют. Ну, если не брать к вниманию то, что все-таки под удар попадает вторая часть Авдеевки, где частный сектор, частные дома. Эвакуация продолжается. С утра несколько человек тоже вывозили автобусом. Насколько мне известно, никто не возвращается. Люди пытаются выезжать. Они боятся, что может повториться то, что было. Ситуация в Украине заявлена как один из главных вопросов сегодняшней встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Глава МИД Британии Борис Джонсон перед началом встречи в Брюсселе озвучил официальную позицию Соединенного Королевства. Британия будет настаивать, что нет оснований для ослабления санкций. И есть все условия для продолжения давления на Россию. На обострение ситуации на Донбассе отреагировал новый вице-президент США Майк Пенс. В воскресенье в эфире телеканала ABC он заявил, что внимательно следит за конфликтом на востоке Украины. Вопрос о санкциях в отношении России, по его словам, будет решен в ближайшие месяцы. Ответ будет зависеть от того, изменит ли Россия свое поведение и появится ли возможность для совместной работы в общих интересах. К таковым Пенс, в частности, отнес борьбу с ИГИЛ.